Добрый день, уважаемые жители Ильшевского района. Сегодня у нас 15 июля, и мы начинаем наш брифинг по вопросам профилактики коронавирусной инфекции. Сегодняшние гости нашего брифинга – это начальник отдела муниципальной службы и информационно-аналитической и кадровой работы Рустам Диргамитович Хисамеддинов и заведующий кабинетом медицинской статистики Верхнеаркеевской центральной районной больницы Гульназ Ришатовна Нуриева. Добрый день, уважаемые гости. Начнем наш брифинг с вопроса общей ситуации по распространению коронавирусной инфекции в республике. Пожалуйста, Рустам Диргамитович. Добрый день, уважаемые жители района. По информации Республиканского штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, в Башкортостане зафиксировано 44 242 случая заболевания. Прирост за прошедшие сутки составил 231 случай. На сегодняшний день в стационарах республики лечение получают 559 человек, из них в тяжелом состоянии 58, на ИВЛ 11. На амбулаторном лечении находятся 1852 человека с легкой формой заболевания. За сутки выписано 191 пациент, всего за перед пандемией 41 160 человек. За прошедшие сутки зарегистрировано 5 случаев смерти от COVID-19, всего умерших 671 человек. Спасибо за информацию, а теперь ознакомимся с текущей ситуацией по распространению коронавирусной инфекции в нашем районе. Добрый день, уважаемые жители района. По состоянию на 15 июля 2021 года за весь период наблюдения, а наблюдаемые с апреля 2020 года, в том году в апреле мы впервые выявили новую коронавирусную инфекцию у нас в районе, и с этого момента мы по сегодняшний день выявили 827 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. Из них в 2021 году зарегистрировано 467 случаев или почти 57%. За прошедшую неделю, это с 5 по 11 июля, зарегистрировано 36 новых случаев коронавирусной инфекции. Всего выздоровление 759, что составляет почти 92%. За прошедшую неделю, также с 5 по 11 июля, зарегистрировано 7 выздоровлений. На амбулаторном лечении на сегодняшний день находится 45 пациентов. Стационарное лечение в инфекционных госпиталях Республики Башкортостан получают 28 пациентов. Среди заболевших жителей нашего района зарегистрировано 7 случаев смерти от новой коронавирусной инфекции в инфекционных госпиталях Республики Башкортостан. А как проходит прививочная кампания против коронавирусной инфекции в районе? В настоящее время мы начали работать со всеми зарегистрированными 3 вакцинами. Это Гамковид-Вак или Спутник Ви, Эпивак Корона и Коронавак. Напоминаю, что для создания коллективного иммунитета Всемирная организация здравоохранения рекомендует вакцинировать 60% взрослого населения для того, чтобы мы могли бороться с этими пощадными инфекциями. И эта цифра в нашем районе составляет 14 070 человек. На сегодняшний день нами получено 6600 доз вакцин. В остатке на сегодня находится 1326 доз. Это довольно-таки очень большой остаток. Всего проведено 5244 вакцинации первым компонентом. Это почти освоение 80% полученной вакцины. Вторым компонентом охвачены 3117 человек. И также Всемирная организация здравоохранения рекомендует максимально прививать лиц старше 60 лет. Эта цифра достигает чуть ли не 80% от числа всех лиц, которые имеются. Для нашего района это примерно 7200 человек. На сегодняшний день всего из лиц старше 60 лет привито 1442. Это составляет всего лишь 16%. Вакцинация также продолжает проводиться во втором А-кабинете после осмотра врача-терапевта. Необходимо также подходить в наше учреждение с паспортом и СНИЛСом и быть под наблюдением в течение 30 минут после вакцинации. Обязательно после прививки также необходимо соблюдать все меры предосторожности. Это масочный режим, это социальная дистанция, это исключение контактов со всеми пациентами, которые имеют признаки респираторной вирусной инфекции в течение 3-4 недель.
потому что защитный титр антител в организме вырабатывается через в среднем 42 дня после первой вакцинации. Также хочу напомнить, что на вакцинацию можно записаться следующими способами. Это через портал государственных услуг, это через мобильное приложение к врачу или республиканский сайт доктор РБ, по единому телефону колл-центр 122, в ситуационном антиковидном центре по номеру 8 347 218 19 19 также принимают вызова для записи на вакцинацию, и через нашу регистратуру Центральной районной больницы по телефону 561 82. Мы все заметили, что в июне идет рост зарегистрированных случаев коронавирусной инфекции. В цифрах это рост отмечается в 3 раза, даже по сравнению с маем месяцем. Поэтому я бы хотела обратиться еще раз, уважаемые жители или гости нашего района. При появлении любых симптомов респираторных вирусных заболеваний мы просим обратиться в наше медицинское учреждение. Это так называемые красные зоны, которые принимают лиц с признаками ОРВИ или температуры. Для взрослого населения красная зона находится в приемном отделении. Для детского населения это изолятор при детской консультации. И еще хотелось бы сказать, что мы на практике сталкиваемся с тем, что поступают пациенты запущенные, тяжелые, и в анамнезе у них нет обращения в медицинскую организацию, нет проведенных дополнительных исследований, таких как ПЦР или рентген или компьютерная томография. Поэтому я вас еще раз призываю не заниматься самолечением на дому, своевременно обратиться в наше медицинское учреждение и находиться под активным динамическим наблюдением, потому что этот штамм коронавируса сейчас вот мы замечаем, что характеризуется очень молниеносным течением, что в течение суток или даже нескольких часов человеку может стать резко плохо на ровном месте. Поэтому не запускайте, пожалуйста, ваше состояние и своевременно обратитесь к врачу. Спасибо за информацию. Давайте еще раз напомним нашим жителям об ограничениях при посещении объектов общественного питания, культуры, спорта, которые были обозначены в указе главы республики. Пожалуйста, Рустам Деркантинович. Глава Башкортостана Ради Хабиров внес изменения в указ о режиме повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса. Согласно новой редакции документа, требования об обязательном наличии справки о прохождении вакцинации, в том числе первым компонентом о наличии противопоказаний к вакцинации или об отрицательном результате лабораторного исследования на COVID-19 методом ПЦР при посещении ресторанов и других учреждений социального бытового профиля перенесено с 12 на 26 июля. Напомним, что речь идет о заведениях общепита, работающих в закрытых помещениях при количестве 50 и более посадочных мест, салонах красоты, косметических и спа-салонах, массажных салонах, соляриях, банях, саунах, физкультурно-оздоровительных комплексах, фитнес-клубах, бассейнах, санаторно-курортных организациях, студенческих общежитиях, а также в международных пассажирских перевозках автотранспортом общего пользования и работе пригородного поезда «Орлан». Кроме того, по предложению Роспотребнадзора, работодателям республики рекомендовано сделать 19 июля текущего года нерабочим днем с сохранением зарплаты. Органам власти и иным учреждениям необходимо определить количество сотрудников, которые будут обеспечивать деятельность этих организаций в течение нерабочего дня. Обязательный режим самоизоляции, кроме обращения за неотложной медицинской помощью, иных случаев прямой угрозы жизни и здоровью, должны соблюдать прибывшие в Башкортостан из-за рубежа, в том числе транзитом через другие регионы России, до получения результатов теста на COVID-19 методом ПЦР. Если житель сделал прививку от коронавируса в течение последних 12 месяцев или переболел COVID-19 за последние 6 месяцев, то проведение ПЦР не требуется. Массовые, деловые, культурные, развлекательные и спортивные мероприятия с количеством участников свыше 200 человек можно проводить только на основании решения Республиканского оперативного штаба. Жителям необходимо воздержаться от посещения мест массового скопления людей, в том числе на площадях, в парках, скверах, аллеях. Гульназар Ришатовна, еще дополните, пожалуйста, по данному вопросу, к примеру, по санаторно-курортным организациям, что еще необходимо посетителям? В последнее время мы получили информационное письмо от Минздрава
Касаемо санаторно-курортных организаций, где было четко написано, что все граждане старше 18 лет при поступлении на лечение в санаторно-курортной организации должны предоставить один из перечисленных документов. Это сертификат о прохождении вакцинации против COVID-2019, полученный с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг в электронном либо распечатанном виде. Второе – это справка медицинской организации о прохождении вакцинации против COVID-19, в том числе компонентом первой вакцины. Справку медицинской организации о наличии противопоказаний к вакцинации против COVID-19, то есть это медицинские отводы, которые дает терапевт. И справка об отрицательном результате лабораторного исследования на COVID-19 методом полимеразной цепной реакции ПЦР в электронном либо распечатанном виде и действительном в течение 3 суток со дня выдачи. То есть не все документы, а один из перечисленных документов. Еще раз акцентирую. Указанные правила распространяются и на сопровождающих лиц детей в санатории, для детей, в том числе для детей с родителями, в том числе по бюджетным путевкам. Спасибо за информацию. А теперь перейдем к другой актуальной теме. С сегодняшнего дня начался прием заявлений на единовременную выплату по 10 тысяч рублей на школьника. Как родителям школьников получить от государства эту выплату, нам расскажет Рустам Дергамутинович. Пожалуйста. Это совершенно новая выплата, которую Владимир Путин анонсировал во время своего послания в апреле текущего года. Она касается всех родителей с детьми, независимо от семейного положения, уровня доходов и наличия льгот. Подать заявление могут родители, опекуны или попечители детей, рожденных с 3 июля 2003 по 1 сентября 2015 года, детей, рожденных с 3 июля 1998 года по 2 июля 2003, если у него есть инвалидность или ограниченные возможности здоровья, и он числится учеником школы или интерната. Оба родителя должны постоянно жить в России и иметь российское гражданство. Автоматически деньги не придут, нужно писать заявление. Если вы раньше получали выплаты, Минцифры России на основе прошлогодних заявлений сделала всем шаблон и отправила пользователям электронное письмо. Портал сам заполнит форму, вам нужно только проверить корректность данных и банковские реквизиты. Если вам не пришло уведомление или вы не получали раньше пособие, до 1 ноября заполните короткую анкету на сайте госуслуг. Важно! Ваш аккаунт должен иметь статус подтвержденный. Для того, чтобы проверить, какой у вас статус, просто войдите в свой аккаунт, нажмите на фамилию и слева увидите статус. Не хотите через госуслуги, можно обратиться в ваш отделенного фонда. Потребуется паспорт, СНИЛС и документ, подтверждающий родство, например, свидетельство о рождении ребенка. Подать заявление имеют право и папа, и мама. Кто сделает это первым, тому и придут деньги. Если гражданину исполнилось 18 лет и он дееспособен, то может подать заявление на выплату самостоятельно. Спасибо за информацию. Уважаемые жители района, 20 июля все мы празднуем мусульманский праздник Курбан-Байрам. И в этой связи наших жителей ждут дополнительные выходные. Согласно указу главы республики, 19 июля объявлен выходным днем. Таким образом, жители будут отдыхать подряд 4 дня. Это с 17 по 20 июля. Гульназ Ришатовна, расскажите, пожалуйста, как будут в эти дни работать учреждения здравоохранения в районе? Согласно приказу Министерства здравоохранения Республики Башкортостан, 19 июля для нас назначен рабочим днем, но сокращенный на 1 час, то есть до 16:00. 20 июля мы будем работать следующим образом. Будут организованы приемы врача-терапевта и врача-педиатра участкового с 8:00 до 17:00 с приемом неотложных вызовов до 16:00. Также будет работать прививочный кабинет вакцинации против COVID-19 с 8 часов до 20:00, также в кабинете 2А. Хочу напомнить еще телефоны приема вызовов. Для взрослого населения это 56182 и для детского населения 53107. Остальные узкие специалисты, как хирурги, акушер-гинекологи, стоматологи, неврологи и так далее, они будут работать в режиме экстренного дежурства на дому на случай поступления таких обращений в приемные отделения. Спасибо большое. Также небольшая информация для наших верующих. 20 июля, в день празднования Курбан-Байрам, в центральной мечети села Верхняя Киева-Тауба,
пройдет праздничный намаз, который начнется в 9:00 часов утра. Напоминаем, что при посещении мечети необходимо соблюдать все эпидемиологические требования в связи с коронавирусной инфекцией. Это социальная дистанция, защитные маски, дезинфекция рук, а также находиться гражданам необходимо внутри религиозного объекта из расчета 1 человек на 4 квадратных метра. На этом мы завершаем наш брифинг. Берегите себя и своих близких.